Assalamu alaikum, dedik doil, masera ayad mashloil. وعليكم السلام مارشال دايلر. Делись мashloil. Тахан новая очередной стримью на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Цабай Бриттол, 118 стримью, Тан Бриттол, апрель 6 апрель шуду. Тойсан сахт и минут центральноевропейских хентяля, вон тойца сахт и минут джохара хентяля. Тан леру стрима ночь махта, тахас хмахта хата дичас хмахта хирю. Путин обманул весь мир ал теленасте, так идега хета хуэч аядега ладуш. Таури qarway da berkti yoy qarway qoman masalna Россия волчуй нохчи волчуй лайк шмавати комментарий шмаязи яржама ссылка хажар безопасно душун قيادة شيء безопасно شيء حوصلة كيف دروي أوشتك إيش دقشادة ستريم تليجرام канал دي أيوة آيات حليتي الله كي да. وأيضا страниц президиум правительства чирей цутя ой телеграм-канал дя юшун цучу валла висткали шушун шинлу чуа ютуб чуа тикток чуа ой ючо стриме аж комментарии язычани асушу вишешун аят машвоил ахрик сразу находил пас микрофон маш халдерер масарна дерей суй маш лол шу масо там мой обозначенный белголяхнил стрима Путин директ дуни яхдин ялишт бошду яхдини Путин это ударас на шедага Гюна был наха имперский ума алэйдина сейчас ахцалячи России хряться если нету России зачем нам этот мир мы ее атомным оружием разрушим я лишь самым дичорный так наш хирошу за юха Совет Союз юха и на султаха Белгород республика إيش يخمت يالو نشايك بوكل حيالو ريال إبوال بش مخوش لكن وين قشدو صار بول موه بولينا متس بولينا وين مسارنا قشدو يزقو بقول بن صار Советский Союз يوهو تشخينا ها بوخ برسي بلن رتي чтобы затем сойтись das Osterdoi so der Zahnkiete царством вацель. Лад Аббацов, Deutscher имперский дяха, сейчас массу дяха, кюбу дяша, хич оми, бооныштаги, права человека, из соблюдаться дяш и болха сабеш бош. Да, бада диш дуня дяха, дол низамца عديس ده عديس يالشا بوتين شا حلقر شرح بريزيدنت خلشول تاعها تصود حق شرح خلشا تصود دوال يشورس по закону по конституции и всегда целоше гюна болнах улыбина цат изменений в конституции на я боойотча да боойотча цардинер царрадвал дина цардин нисдоча işte bolha sabah şu ekşo soğukan yut Putin sul halkım Yeltsin var Yeltsin daveler şa mogu şu ortsa havlera za daver o Şvaycar St. Petersburg moso işte bol dohe tahan dünya tlaçto halak beznahum do Deutschlere ve Ukrayna dol Allah ve dol hal mosuma san işte san testel düz dokuşları dünyada aşk olan
Хуdir до Путин лилош до худа бич качет шо, худа гат шо альцунава үличе, вайн гуш до цаду, иша и шай империя йога метотина, оц эдли бахка, оц эдли алушбус, оц эдли гацабош, кёрт бага шубус. Al mogel patchat царь, там король, шах, иш санду, шаш болот шецот шайн дюзлш. Zijn gerro nagaan, dus hij botjan. Ja, hij de dalus, baga, idus aliluster. Ja, gelk, soms balbos bat zijn hij als gelks balbat serie kido amos doet zijn nu aan de hoog serse balbos bat zijn latus to ihundu. Ja, ihund zijn latus zo zijn daar zijn na jutter korza heizer batjachen die letten is Chubeken otso nachbayena sold لتسرقي حداقتش سيرتو حياقتش كون هو بقوي مصر ريسبوبل ساتر موي بقونش يا سر شان بقونش لقايو بقونش لقايو دينو شو مساق لي كوكل دول مو يتسدع تسدوها شو نتس دالا يا حالدو سالات تشتر Sen de kugelde Deutschlands reza buche sotsluš modacica am musu am hundatsluš masana şey mot bitsa la şey istorija la şey rilkas olku şey amr şey dol исторический историю до сандаться дош мосо киқомушлу иштарасортна доваш олицу дедалин شنيل صلع دان исторически вот Россия легена халх дуйна худинет лел дукук омуш мадуй там допустим среди азиатских республик кавказских вейком ишта царю дукку халх по возрасту алдуйна 4000 лет кавказ ин хадахкан адам нахмадуй аж мосо кочба или лоснол дена إنسان هو أديز حوزنا يريك إستوريا حوز خيس شورت يقول يحقن شان وقتها أور يخبرش تشبو نيت شون جونا نخ سعشة تيجر سرت سيو في خلاص تيريتوريا يحقن أشياء دالشة ودالشة بلطيسكي ريسبوبلش بولشة كين حلق تار إس حياق دقع بوش شايت سنة أوكله انت توم بولنا تعجنا اوكرين شلح بولن ساري توم سعالخا بولن территорию да я ирштан был Крым восточный там территорию да я из-за его чубахна открыто полномасштабный омбудсмен даже герц использует теж атом да их чайна и что война Pris Chuberker, швой мага Pris Chuberken, вой doch Adam halktir цар, вой положение. Тыркед чериц, лучше эту бо, вой сидоч дахтер, штунен акнах дош. Алло, вой силки дохочена, Казахстан цигат царге, людей нахбош, людей идуч. И что сидуше и хунлатоша, işte политики от империи. Sen sahmlar harçsa yoğuşum bu sallatışlar. Bu düçser, bu harçsa düçlüyor kuş. İhum dol diyen, dünyada hala doğuş dol diyen, istori yoğuş yol diyen, nah, zar исторически, может, алеченеш, кидер, вези интернет, телевидение, печам. Ам або исторически расследуешь, ёлши халфлина ёлши, новый лич. Я хачхен бел бац, синз ми веда, дат шо
пережитки прошлого, там отсталые, вагоны, отсюда чему дочь, что ой атау, что ой мадаци, царь алла кеша, алла цана аур атана, яхдалур дош, ой мадаци, хундаци, ой хадия дор, ой дог чудо, ой яхю, حاجياتse تانيتse yahjulsche am do workecharla iesdo olitil datswe. Sunde ihum hadorsche ins okarlatos do waits dulen hundui het shubakana bo oyotcha dunya do nizan shubaksa lil Sigol hadorsum do urje dilatır Ukrayna dilatır iş kerst balach kerst dinliyor balach serse most oldu serse orsar humsa do twenditsa dütser. Sonde az urjetse ots Ukrainse sa bertafdos wat sen dolchau na ostdesche ostdeha ve işte öl hum da hoşot sidikdu. Ama hakuştu. Çoğu Ukrayna osda böyle intihar Peski po çalpışken böyle şu şey mahar. Oyun hetse na osda dortsar düştür bakıyor şu وين تعزت الله تورسر نو واي قاردلا يتسارس اكت او كابيتولاتسي كوارتوم دو كابيتولات او اردل توشن كوكل دو الو كوك دي يازن داتس وعيدل سلاح اسخاديز مسارنا تقوي خلق دنيا نظم تساوي تياتش دولا نظم تاتياتش كانشيتوتسي تياتش خلق الله اما از بولشبو يوز بوخت على شوي حدا اختيس عن اوق رشي ستر مسوي ناخ ادم الدنيا ايخو غاشلاح رشي اوق تشقدي داتسر خيتش يلا هو دي تشتر الش تسال دي سوندو تسالش ان كوشو دو سيتن ديش دوس ماتي تسر تليفزيون شو قيشنا كنش يازيش وش ديش مسما سير اتو بوتسر سير ويسندل омшдуйте Российской Федерации не должен легкой территории шмой из территории штеха дол рицдуй из хапьеч дохка дохш шай шаш эндол Москва саат саат ресурсят иш ха латсер мол ресурс işte itom beşe götür diyebartşlat حداخت شخل ونشكوك قضايا تغتشلات شنو تصير إذا أقوينا مثلا خاديس هو شنو إذا تصير هو اللي يلدو عالشة أدمش ساعة وتخلقش ساعة نيسو لاتوشة شاي خلقت ساعة قيتش روسي سويت سيوك أدمش ساعة تصير نيسو لاتوش وعش دولها تدوزنا خرشو باتشع نيشان خو خاصة هما وشر إشتديز تاك إهما نيس دين سوتها أس أيقن الله بقويوتش ألشة أس أيقن الله متيجوت إدو يشيوتش حال دو أس إسكيم سيري دو سار موها ليش ديك دو خاصة أوليو دا إسكيم شو دا متشا در Совет Союза шана масана در асхашна киечана шайна майна чуда иштумшлиош ишт эдл до из Российской Федерации таан ёлшол из кулшхена вот спочалкар эрдёл эшит почалкар эшит республикер царник это Россия да цараха прит республик Швейц эла еха бенцакуш яздетен 31 марта كيك يازديتن سر حلق بولا حلق كومونيستيش ايبل سارت ساكوش يازديتن يرسيس فيدراسيا ريسيو اليوغا سانقيتا بقو يوش سحسار دين همدوس ريسبوبليك شوي ريسبوبليك يوسرمي سفسايا رسيس فيدراسيا تسارين جوتشون ويش مسار كيكش يازدين بو ها يازدين تسير представитель яздин окар лидер وي
ويتان كيك تيازن صار يبتشال بولوتشينا ويجي صار يقول لها ويبتشال يوشدر ويقولن ير وكانشيتوسير رشين ير международный признание надо аж тут قولن يبتشال صاشي قشة دالشو 93 году кар рол на дерзен شاور توم تيجر شاورش دحل بالعيد للاتشبل يرهون السويات إشرا تيوبشتون إش لعب عن شاين بيدا هيو كانش تو يتسعبو شاين ويو شاين نوترين ديال شو هاك وين ليلوس سوندا إشتا الدنيا يحدن درجة الدنيا يحدن سار ألشة سوت إدوار درجة الدنيا يحدن درك دنيا يحتضغط يحتضغط شلا يحتضغط ويسن مرة ويقوم كده قوم سر مل بيشتهم دوتنا تيشاين حال ديك شاين توم شو تبيع شاين على إشتا إينا عادلش بتشعق شيوشن تام سويت خليل تريتورش تقول بتشعق ساعة وين تتسيتر ساعة تتسيتر وين ناقص تصدر بعد الأجواء هويسر جورجيس وبريزنانية أذربيجان هول ملا وين ساتس تر عيد لتصدقنا أيلا دوش حدوش دول إشتوى نجرز سقيتشون سا تكات تخلر وين عيد دوخ جين داخت وين ساعة ناقص دينوشة إشتهم لاتشتر سوهاي نحوين مجر آخر ساعة راديو شغل هما تادرك دنيا يحدن إلا بوتينوس يحدن إلا سوت إدوش سنة سوت أوتش دول دينا إز أوتش دات إز مثلا هو أشدو درك دنيا هو أشدو إنستانا هقارا لاتوش دول دوشدو حال لاتينر دوشدو سادينر دوشدو هنزش دهل هم بول ريسون باتس ريس باتس أخام وشدو نجاسن يختار شيء بتشعق شاشيتش أو ديبادين مش دعوته خان شان تلت الدويل تلت البويل وقار إيش وتصعنا يحيى شو ما بعد إيش مابوي تيجر عادو إمبيرسك عادو إيش مابوي سند إيه بوتين وش إيه بن هم دات هيستان شو دي تصوش سكورزا بول هم دودي شو تصوش ده لاتش دوير هنز كل أمريكا ويانو بريزيدنت ترامبو لاتوش ترى شالخون شيوش دو أخدينا الشوم وجبور ده أتير حال شاينسا دينشل ريليجيوزني برازيك دوتشنا تيك تاني قبوم تشيتن دوق ألسم نحبا إنسان خوز صوصك بين بيرش دين كده دين يوع اللي الإنسان تعمل يحيط شبوتشي مغاتوش يدول شعا ترامبو سو ينر سو تنجر دالر غالطو يلا غالطو الشيكو سويشر غالط مو داتس غالط داتس إذن преступление мою саолцо датс dünya سو إيه دون هاد ماتش حاجوش ده مدو dünya ميلدول أدم مصر بتشعق dünya تنما وسبوتين يلوشون ريز باتس هنز أوتس ترامبو كلبيون بريزيدنت ديتشونا Putin ahlaklıdır. Çoğunuz vaktin yolu metnine rez boç iştaldo leçler. Dakika, وجدر دعيا ديشدو أصلاً خاطر شقدر دلها. وتصمنا وتقول إيش ديشر دال بلغ داخل دول دين أصلا دوت سألشة يتمالدو خاطر شقدر دلها. دهور يقول عشان بيرداتش. لا والله زيري سولاي ما آية دايت خيرتن شنا هيت عديتن شنا ترامبو زيلينسكي Трампу и чутюанил бомнаш бехке вахт бехке у преступление ютаэла бехке у просто ошибку эла غلط да так сохат рехтере цухи у эла
Путина у бяхе, Зеленский Байдена у Эйлер цу бяхе. Цуман и бо куду тиш, цуман аят, и хума анду тиш, Зеленский إذا шуманский. إذا صديش درا شيء عملا شيء شون تاع قدرتش قعدتش ist als Putin sich mit Jurtseher los der nicht das alles der hast بيبقى преступление صوت وتسأل هو بعده هو تسأل نقي تسأل نقي der هو تسأل لا تشتر هو شنا احكي مصو قاعد لش بتجع عشق بشتغل Европа мела صديتش ريز Боч европейский мосу почал резёш мы духаешь 99% цаши да их чай так уйша масарна санкции так ёх цан духал юш мелдол там хумана шаш хаюч дол хума соумах больше мне церковь пошина яхнем, со яхнем 40, 30, 50%. И Македония та и санкции ein цар так is ein хотя цун резбоч да ютун дерек dünya то почалш. Ах олцаро ш мосо рез бохуз да ит почал то ста бахн ди до ди цап есо до хунш дич. Ах is дич вала هوخر نقدر تصلاتشن كيتشلوش لاتشلو نو حقيقة الحين تصلاتشن وتصل خاصة البوليتيك ليلوش بوتين تن عيدل دولشها شو مصر منا تن تاع غاش ما الله не замечательно, говорится, что американцы шо Трамп. Сунаха дерек дунья иш Путина эхин эл цут и до хищатся. سو زديتاع أمريكا عدلك أدم أيد الله جوق بروباغاند ما يوتش قتلت بوتين حالخو президент Байден отсу официально заявление ас деш садешен заход передачу Олошена Герсон что заявление но один заявление от Трампа резво отсулил, что Хасона амел худет худцу, а ишда вектора от сума резбоч сигидол хал цацдар рездоч иштяч олдуцу надар тахан кан эл худат саларчон но хала окуп الدنيا يعني الشت ده بخبات خلق يتشدو ترامب نسخوش ده لا ترامب عمت وعمك برضو تلوي الولاع تلوي الولاع دو يعطيتشون أصلا مش تمدم Баркал Айрестуль. Салам всем свободным людям, салам, уважаемый Аят, салам, брат Асламбо, Эду. Салам, и напоминаю всем, что у нас стрим хоть на чеченском языке, но, как обычно, вы можете задавать на русском языке тоже вопросы, и Аят на них постарается также ответить. Аят, от Путину цахумейлер и миротворч чубик безбош и камел дешхена Путину элер он юо узеш Украин контролируешь Украину, да, как протекторат над Украиной ООН организация, ну видел шаль. Так Трамп очень возмутится, дирцу умнах и упомел до сейчас дипштеги кудуется геальшта оуэйлер таджим Америки. Так из цу Трампу Бог датер цу эллек получается, что и ООН под протекторат таецер, так Трампу Бога, что Украина сейчас там несколько европейских стран, эскарчу диган территории фактически из протектората. Могу ли издатель дали? Ну, протекторат Эльша
Трамп дагвел дучундац, Трамп эллер цедеш дюхалла шину дуч лираш мой Путин. Хинза цу эллер цедеш эйнаца аша хинзар ида ди Трамп он хейхар дешус сунде резвац. Bestritten. Внутренний уже Алан that's a dash she amir dash ulil do так هي هرش dash هذا ديز دولدين شنو ديز دوينا أخذوا موضوع هي شنو بيلغو داك أنا وما دات كيرتشا دار وين ساعة كيرتشا دوكو مخول إسطنبول نير Да. Цат кетчин захатар жду и цатер повторяться деш жду царя, но асишт вкратце зачитать деш раскемата дельч мухетер дерон. Гердуй пока ахар формулировать течу и пока ахар вопрос формулировать теча. Друзья, я сейчас задам свои вопросы, которые я подготовил Аяду, и потом я буду и твои, и других вопросы задавать. Пишите, друзья, ваши вопросы. Я думаю, на русском я буду эти вопросы задавать. У меня они на русском написаны. Уже сейчас заметно, что реальная власть в России постепенно, на мой взгляд, уходит из рук Путина. Формально он остается главой государства, но ключевые решения все чаще принимаются узким кругом. ФСБ, администрация президента, силовики. Похоже, они работают в режиме прикрытия старичка, чтобы сохранить видимость стабильности. При этом внешние игроки от западных структур до Китая, похоже, имеют влияние на этот процесс, согласовывая свои интересы через неформальные каналы. Путин, судя по всему, осознает свою ограниченную роль, но уже не в силах что-то изменить. Его держат как символ, чтобы система не рухнула раньше времени. Вопрос. Как вы оцениваете, уважаемый Аяд, насколько далеко зашел этот процесс вымывания Путина из управления? Кто, на ваш взгляд, сейчас реально формирует повестку в Кремле? И как долго Путин сможет оставаться даже формальной фигурой в этом раскладе? Да, это очень интересный вопрос о том, что Путин да, конечно, все время одному все эти вопросы решать ему есть. Но это говорит тогда о том, что его окружение, которое начал вырабатывать такую вот линию и как бы в политическом пространстве дают. Известно же из истории, что когда даже Сталин в свое время столько вот был крепким руководителем, передал, как бы, значит, решение, то, что передал, он решил немного как бы отдохнуть, и троим Берия, какие-то вокруг пример решения, и они выносили решение, и они Сталина подписывали это решение. Потом из истории известно, что эти персонажи, даже когда Сталин вернулся снова продолжали его от его имени, вот, продолжали вот эти вот решения принимать. И вот в результате, в конечном итоге, этим самым били. Потому что они, получив власть, которую втроем решали,
в основном, да. М. А эта власть, она попадала, значит, в эфир или в распоряжение, скажем, обществу от имени Сталина. Но Сталин был тогда болен, и, естественно, вот после этого и наступил тот период, когда его они смогли отравить и убить. Так и в этом случае, видимо, близок Путина. Мгм. Но как это произойдет, потому что история повторяется, мы не знаем. Но в любом случае, что в империи власти или он сам умирает. Так что здесь влияние, может быть, и того Трампа в какой-то степени, значит, за это влияние идет спор, может быть, на международном уровне. Допустим, Трампа, допустим, Си, Китая и других руководителей европейских стран, которые пытались это сделать. Но как там даже речь уже у них не идет не столько Украина, а идет вот борьба вот за то, чтобы там которое. Я говорю, это предполагаю, потому что из истории это возможно, а Мгм. знать, насколько это так или нет, мы видим. Мы видим, что его окружение, оно такое же, как и он. То есть он один из них, и он один бы не смог это все делать. А что там действительно в настоящее время, год-два, может быть и раньше. Дай бог, Вот так чтобы на слова. раньше, Аят. Спасибо. Баркал, Аят, Дейресуль. Запад, судя по текущим трендам, не заинтересован в моментальном развале России, а некоторые утверждают, что вообще в развале России не заинтересован. Это слишком рискованно и непредсказуемо, как считается. Вместо этого формируется сценарий, на мой взгляд, консервации АЭС. Россия остается в изоляции, но с минимальными каналами для торговли и диалога. Экономика и регионы постепенно слабеют, но не до полного хаоса, чтобы сохранить управляемость. Особое внимание уделяется ядерному арсеналу. Его контроль уже обсуждается через формальные и неформальные механизмы. Цель держать РФ в состоянии контролируемого кризиса, не давая ей ни восстановиться, ни окончательно развалиться. Считаете ли вы сценарий консервации России реалистичным, Аят? Какие механизмы, на ваш взгляд, Запад может использовать, чтобы удержать РФ в таком состоянии, и как этот баланс долго может сохраниться? Но что они хотят, чтобы не развалилась, потому что не знают другие, через Японию, вот как говорят, от этой развалки власти. Это всегда так. А Запад и Штат Америки, и европейские, его хотят это иметь металлы и остальные углеводороды, да, которые есть в этой России, на это, что поэтому-то и не стоит вопрос о развале России. В 2007, потом дальше и после Чечни они начали эти войны, было понятно, что они прощают России все. Они финансируют
кредиты или просто давал деньги для того, чтобы они сохранились и были лояльны. Россия заявляет вам, что Европа и Запад являются внутренним делом России. Мгм. Так и случается. Сегодня вот такое вот положение, с этим с положением столкнулся Запад снова сегодня. Мы видим, как они проводят политику, они прямо заявляют об этом, Москва это прямо заявляет, с уст, скажем, самого Путина и его окружения, его советников. Эти все разговоры идут, от которого некоторые люди не верили, смеялись над ним. А на самом деле они вот эту линию пытаются провести в жизнь. И разумеется, что развал России в сегодняшних условиях может оказаться опасным для всего мира. Поэтому Мгм. Россия не вела бы, не была бы не европейской нацелен в этом направлении, но и там шла борьба за неизвестно Россию, и там этот вариант один из таких вот не приходится с этим соглашаться, потому что для этого, чтобы развалить это Россия, которая имеет атомное оружие, ну, она одна из самых больших количеств в мире. Мгм. Ситуация, а как это все распорядиться, как они сделают это все. Мгм. Президент Трамп как раз таки, по-моему, хочет с ним эту проблему решить в перспективе, так? Всего ему противодействуют и другие страны, о которых мы говорили, Китай и другие. То есть они же не говорят нам свои планы, они же что имеют разработанные планы, но так мы можем рассуждать, что перцы, которые сидят там и вот этими Трампу вот такие вот, даже совет, ну, ты, мол, вот так себя веди. Ты давай вот внешнее управление сделаем. А то, что ему предлагают, он и даже слушать не хочет. То есть он свою позицию считает очень крепкой в этом смысле, если с ним разговаривать. Это международное преступление, которое они делают, все это, но они считают, это не имеет никакого значения. Мы будем, мол, продолжать свою линию, и да, давайте, мол, слушайте нас. У нас военное, значит, оружие, мы имеем те или иные выгодные, значит, ситуации в споре с вами. В общем, вот такая вот ситуация как бы складывается. Она бывает так, что сегодня вот так вот мы думаем, так, исчезнет, и вместо этой России появится другая империя, более, скажем, худшая. Это плохо. Да, обсуждать и думать об этом тоже. Мгм. Спасибо, Баркал. Буквально сегодня поступила информация от, не помню сейчас точно, какой-то американской газеты, она есть у меня, ссылка в Facebook, Мгм. где они говорят, что
американцы предложили иранцам весь свой вот обогащенный уран, который у них имеется, передать России. В связи с этим возникает вопрос, Аят, если у России так много ядерного оружия, его все так боятся, этого ядерного оружия, и Россия неподконтрольна, является врагом Запада, Соединенных Штатов, и если то, что говорит вот эта газета, американская газета, является достоверной информацией, то как получается так? Либо Россия не враг, либо эта газета соврала, потому что в противном случае это угроза для США. Почему это может быть, Аят? Как вы считаете? Ну, здесь надо, мне кажется, рассматривать вопрос таким образом. Они сделали такое предложение, а взамен что они Ну, предлагают? это не говори, там ничего не обсуждается. Ну, взамен то, что... Ну, тогда, значит, тогда это как бы фейк. Никогда Иран не отдаст это никому, потому что они за этим хотят иметь, ну, скажем, Защита. безопасность, защиту. А безопасность, как они обеспечивают, как вот с Украины, а далее все это оружие, все вот как они понимают. По-моему, это такой трюк, который... Или это хотели сделать так, чтобы сказал Иран. Мгм. Тогда еще вот касательно ядерного арсенала России, еще один у меня вопрос. Возможный сценарий фрагментации России на несколько полуавтономных зон, как я предполагаю, Аят. Урал, Сибирь, Кавказ, Дальний Восток, Центральная Россия. Единый центр управления ослабнет, а регионы начнут тянуть одеяло на себя. Запад, вероятно, будет курировать ключевые территории: Москву, нефтегазовые регионы, ядерные объекты. Уже обсуждаются идеи временных советов безопасности с участием международных представителей, которые будут следить за стратегическими активами, особенно ядерным арсеналом и энергетикой. Реален ли сценарий распада России на полуавтономные зоны, и какие регионы, на ваш взгляд, первыми начнут отделяться, и как Запад может организовать контроль над стратегическими активами в таком хаотическом процессе? Но здесь надо вот смотреть развал, допустим, если этой нынешней России будет произойдет, то это закономерный будет процесс, потому что создание России было незаконно. Незаконно с точки зрения международного права. И если вот с этой точки зрения делать этот развал, будет соблюдаться, да, то с точки зрения международного права это должно произойти. Если не произойдет это с точки зрения этой, скажем, основы, то снова мы окажемся таковыми, как и империя российская, которая вот сейчас есть. А в целом, конечно, такой вариант, он был бы правильно, но это нужно, как вот мы говорили в начале, вот эти вот республики, которые 32 вышли из-за развального Советского Союза и получили с точки зрения международного права, они имели право создать свое государство, а им это не дали. И захватила это Россия, Ельцин, и они незаконно захватили эти территории, подписав так называемый федеральный договор от имени этих народов. А эти народы ничего не подписывали. Так? То есть это просто происходит возвращение им их права на свою государственность. И они могут создать, как ты говоришь, там конфедерации, какие-то регионы. Но это насколько они будут, скажем, сильны в этом вопросе, насколько эти народы хотят и могут управлять этими территориями, это вопрос второй. Поэтому это зависит, наверное, если будет так, оно будет распадаться не на какие-нибудь там множество территорий, да, там 20, 30 или 50, как говорят, а на несколько регионов, на несколько.
я думаю, ну, на 4-5, там, может быть, регионов, так? А потом они в будущем могут и оттуда тоже выходить и действовать. Вот так я думаю. А так, чтобы это делалось без беззакония, так, то есть здесь должен быть процесс восстановления справедливости с точки зрения международного права, который сегодня существует, или мы отказываемся от этого международного права. Вот как может стать вопрос, я имею в виду. Мгм. Ну, вот я имел в виду зоны, вот полуавтономные зоны, они не автономные, не суверенные, Я полуавтономные понимаю, зоны. да. Да. И именно как раз 5 аят. Урал, Сибирь, Да. Кавказ, Дальний Восток и Центральная Россия. Но если полуавтономные, значит, они должны под какой-то властью быть. Да. А под какую власть они будут? А тогда, значит, если полуавтономные, кто будет ими заправлять? Центральная власть где будет? А под центральной властью Москвы самой никто не захочет. Теперь вот так вот вопрос. Это такой вопрос риторический. Это Да, вопрос гипотетически. такой. Да. Вот как это будет? То есть это нужно думать. Это надо спросить у этих российских либералов, которые на Западе находятся и развалят эту Россию на бумаге, подписи делают. У нее надо спросить. Ну, а если серьезно, ну, конечно, это очень такой непростой процесс. Посмотрим. Нам кажется, что, допустим, мне кажется, и нашим представители нашей власти окажут. Мы в первую очередь должны восстановить справедливость, восстановить, значит, территории, которые оккупированы этой Россией, это наша Чеченская республика Ичкерия, восстановить там легитимную власть строго так, и потом, значит, восстановить власти территорий, которые от Грузии, которые от Молдовы, от Украины. Так? Это первый этап должен быть. А второй этап должен быть то, о чем вот ты сейчас сказал, иначе это будет как-то, значит, хаос какой-то. Вот что я думаю. Надо начать с первого, второго, третьего этапа. Значит, я так думаю, Аслан. Баркал, мои вопросы, они гипотетические, поэтому, если что, прошу заранее иметь это в виду. Да. После ухода, следующий мой вопрос, после ухода Путина, как мы видим, вот отношения там, Трампа, вот ситуация в отношении самой России, что ее там безбожно атомными бомбами закидывать никто не собирается. После ухода Путина, скорее всего, появится некий формальный документ. Его могут назвать соглашением о стабилизации или новыми Хельсинками. В нем зафиксируется отказ России от вмешательства в дела соседей, частичную передачу ядерных объектов под международный контроль, демилитаризацию приграничных зон. Взамен России пообещают остаточный суверенитет, но под внешним управлением ключевых рисков. Это будет юридически оформленное фактическое поражение России, хотя слово капитуляции никто, я полагаю, исходя из сегодняшней реалии, не произнесет. Как вы оцениваете вероятность появления такого документа? И какие условия, на ваш взгляд, будут ключевыми в этом соглашении? Может ли российское общество принять такой исход? Ну, из того, что ты сейчас поднял вопрос, значит, вопрос идет о том, что это должна принять сегодняшняя московская власть, так? Да. А пойдет ли она для этого, и что взамен ей за это дадут? Она не пойдет на это, потому что если она пойдет на этот шаг, то окружение и перед лицом всех этих народов или тех, которые они оболванили все эти годы, они будут преступниками, и они могут потерять свою власть. А чтобы не потерять свою власть, она на такой вариант не пойдет. Если пойдет, то нужно здесь продумать, как это сделать, чтобы вывести их в безопасную зону. В общем, это вопрос тоже один из вариантов того, что мы с тобой раньше говорили. Надо думать, что они в первую очередь переживают за свои жизни и за жизни своих близких людей. Так ведь? Да. Я думаю, исходя из этого,
мне представляется, что вряд ли они на такое согласятся, не согласятся. И сегодня нет такой силы, которые могут их заставить. Их могут заставить только условия экономической блокады, когда они ничего не могут делать, когда в то одно время, когда они даже воюют, у них там никаких там, после даже этих санкций, у них наоборот рост производства или рост там, они никакие там ущемления в принципе не чувствуют, потому что они продолжают войну, они перевели свою страну на военный, как говорится, ритм, круглые сутки, и вот они действуют, откуда у них деньги? А деньги от того, что эти санкции не действуют. А раз эти санкции не действуют, значит, им помогает кто-то. Кто помогает, мы знаем, так? Значит, тогда это столкновение двух или трех противоположных сил в мире. Правильно? Вот так получается. Поэтому, значит, тогда должны быть какие-то договора между этими силами внешними, правильно? В отношении этой России. То есть, как это вот как раз-таки вот это и идет сейчас, мне кажется, да, это говорится, многие говорят об этом, что Трамп так, значит, беспокоится о Путине и все, потому что он хочет оторвать Россию от Китая, чтобы она стала как бы, пусть даже Украина там в бездну упадет, все равно он хочет оторвать ее от Китая, и тогда у него будет мощнее сила, а Китай ослабнет. А здесь, получается, он пытается оторвать Россию от Китая, а Запад, вот сегодня передавали, или вчера это было, что все руководство Европейского Союза едет полностью вместе, летят в Китай, чтобы обговаривать, как они вместе будут действовать. Знаешь? То есть здесь вот такие вот вопросы. Так что посмотрим. Посмотрим. Баркал, ну я исходил из того, что Россия уже капитулировала. Это такое латентная капитуляция, скрытая капитуляция. И я исходил из того, что Россия и Китай, Запад и Китай совместно, точнее скажу, США и Китай совместно обдирают шкуру уже поверженного медведя. Вот я из этого исходил. Ну да. Да, Есть? понял. Да. Хорошо. А примет ли российское общество такой исход? Вопрос. Но российское общество находится в заблуждении, в большом заблуждении, это общество. Какое это общество? Это общество, которое не понимает, что происходит? Или общество, которое боится, чтобы управлять своей страной? Вот когда им дают свободу, демократию, почему вот многие вот отказывались от этого? Потому что свобода – это не просто там ты свободен от всего. Свобода – это прежде всего ответственность. Да. Так? А эту ответственность на себя брать вот такие вот люди, их очень мало. Или у народа такие, которые берут на себя. Вот как чеченский народ взял на себя ответственность, мы будем так-то и так-то, принял это решение и пошел. Другие народы им очень сильно и помешали, правда, но должны появиться и другие. И чего это нам стоило? Нам это стоило того, что мы вот столько вот пережили, вот столько это вот произошло, но мы горды тем, что мы создали свое государство в этих условиях, и мы собираемся сохранить свои, скажем, традиции, свою территорию, культуру и все остальное, все, что есть, свою цивилизацию сохранить. Мы боролись за это, а не боролись мы против других. Мы хотим жить мирно с другими народами и странами. И вот если такие вот появятся, так, в этих республиках, конечно, это один вопрос. А если они не появятся и не будет таких людей или движений, тогда это будет, ну, такой вопрос подвешенный. Ислам. Я так думаю. Баркова, спасибо. Так, следующий тогда это украинская тема, уже украинский вопрос.
В текущем сценарии Украина, скорее всего, вернет большую часть своих территорий, хотя Крым, скорее всего, может достаться Турции. Россия будет вынуждена признать поражение, но не напрямую. Это оформят через международные соглашения, де-факто зафиксируют итоги войны. Украине также могут быть обещаны компенсации за разрушение, что станет еще одним ударом по российской экономике. Кремль будет искать способы сохранить лицо, но выбора у него уже почти нет. Считаете ли вы, что Украина сможет вернуть все территории, в том числе Крым, в ближайшие годы? Как Кремль может оформить признание поражения и какие последствия это будет иметь для внутренней политики России? Ну, последствия понятны. Это будет разрушение России, в смысле руководство России должно будет покинуть свои управления, а как там она сформируется, это мы уже говорили, в какой степени оно возможно. А то, что сохранит ли Украина свои территории, в этом у меня нет никакого сомнения, если не изменится международный порядок, международное право. Они должны вернуть все территории и никому ничего не отдавать. Вот после этого этапа, вот последующие на основе, значит, договоров, решений происходить должны. А если в нарушении этого будет происходить, это значит, еще больше будет какой-то конфликт или должно измениться, ну, международное мироустройство, какое-то новое международное право. Но пока что, хотя разговоры идут об этом, но пока что изменений же нету пока. Только есть вот заявления, которые делает Трамп, и те, которые сегодня с этим не согласны даже. Вот даже и Китай не согласен, даже и другие не согласны, хотя Путин и Трамп как будто бы и согласны. Хотя я не думаю, что Трамп согласен. Трамп, он ведет какую-то большую игру. Но пока что ничего такого, что полезно, скажем, для Украины, нет, кроме того, что он тихо подписал указ о продлении санкций против России. Так что будем надеяться на лучшее. Так мне кажется. Ну, мы к Трампу и к тому, что есть еще вернемся, а это как раз Эд задает этот вопрос. Я вам еще задам этот вопрос. Ну, важно еще для меня и для нас, наверное, в целом важный вопрос по поводу частных армий, банд армий, ФСБшных ЧВК и других региональных группировок, вроде бы кадыровщины и вот другой вот этой вооруженной массы людей, которые представляют серьезную угрозу для любого сценария перехода власти. Их не оставят без контроля, на мой взгляд, либо они будут уничтожены, либо интегрированы в новые силовые структуры под международным надзором. Лидеров вроде Кадырова ждет либо физическая ликвидация, либо изоляция, их независимость больше не допустят. Но относительная независимость, конечно же, речь идет. Этот процесс может сопровождаться локальными конфликтами, но он неизбежен, чтобы устранить неуправляемые элементы. Вопрос, насколько реальна ликвидация таких фигур, как Кадыров и их структуры, какие силы внутренние и внешние могут взять на себя эту задачу и как это повлияет на стабильность на Кавказе, в частности, во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Ну, я уже об этом сказал, что необходимо первый этап – это восстановление на территории нашей оккупированной страны легитимной власти, так? И все остальное должно быть в рамках закона и в рамках международного права. На это надо ориентироваться. А какие-то там противодействия, конечно, они будут, так? Они могут уйти, они могут остаться, они получат, как говорится, то, что вот заложено в наших законах и международного права, я так думаю. А то, что там какие-то вот будут большие движения, это все, это, конечно, это может быть в пользу кого-то. Это должны быть большие государства, скажем, ну или сильные государства, которые будут те или иные движения, которые сегодня существуют, поддерживать.
Кто будет поддерживать на Кавказе вот эту вот, вакханалию, которую предполагается ущерб, скажем, восстановлению легитимной власти Чеченской Республики Ичкерия. Это мы увидим. Но в любом случае, кто бы этот ни был, так, Запад или Восток, или, скажем, Ближний Восток, в любом случае мы стоим на позиции того, чтобы была восстановлена власть, и чтобы чеченский народ и другие народы там могли бы объединиться после этого, если это удастся договориться, конфедерацию народов Кавказа, это Кавказский дом, как это планировалось еще тогда, в 92-е годы, президентом Дудаевым, Гамсахурдия, тогда был Эльчебей, и там и даже это Шеварнадзе, они даже об этом говорили, и этот вопрос с высоком таком уровне обсуждался. Поэтому в этом направлении будет направление, а если, конечно, его подогревать, то может все что угодно случиться в этом направлении. Но я не думаю, что заинтересованы какие-то страны идти против общей линии, которая сегодня есть в мире. Если сегодня мы видим, куда все это клонится, я не думаю, что будут такие силы, которые бы могли вот эти вот очаги поднимать. Эти очаги как вспыхнут, так и потухнут, я так думаю. У них нет правовой основы. Так, Баркал, Аят, спасибо. И знаете, Аят, вот есть все основания, уже очевидно, на мой взгляд, что под видом сильного Азербайджана вокруг нас, вокруг Азербайджана, вокруг Баку будут собирать российские регионы, временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия, под руководством, скажем так, непосредственно Турции и Большого Турана, который будет как экономический союз такой, и политический, и языковой. Такая империя, турецкая, тюркская империя, но в новом формате. Как вы считаете, Аят, какая позиция будет у нашего, уже вы знаете, какая позиция у нашего президиума, у нашей власти, и стоит ли нам под оккупацией России 300 лет сейчас, например, соглашаться на то, чтобы, например, мы были под управлением или частичным управлением Турции, например? Я уже сказал, что мы хотим, чтобы мы планировали, чтобы был Кавказский дом, так? Да. С другой стороны, разговор о Туране, о создании этой, скажем, нового объединения, так, это, мне кажется, это не столь реальная вещь на нынешних условиях. Потому что ни Казахстан, ни Узбекистан, ни другие среднеазиатские республики в этом направлении не проявляют интереса. Они заинтересованы жить в своих странах, насколько мне это известно. И мы видим, что не какого-то... Другое дело, что они имеют какие-то древние свои корни языковые или исторические, и они дружественные позиции занимают. И мы можем в отношении с этими странами дружественные отношения строить, политические, экономические, торговые, и жить. Но сохранить свои традиции, все мы на это будем рассчитывать. Это и есть основа нашей, скажем, линии, которая была создана, наша страна воссоздана. Так что здесь речь о новой империи, я как раз и говорил, и о новой империи, если будет создаться новая империя, то это не решение вопроса. Нам какая разница, что российская или другая империя. Поэтому мы должны в этом вопросе быть четко определенную нашу позицию. Дружественные отношения – это, да, и это то, что необходимо, я думаю, всем народам, не только нам. Спасибо, Аят, Баркал. Да, полностью с вами согласен, Аят.
Вопрос от Эда, который я немножко дополню актуальной информацией из сети. Цена на нефть марки Urals, российской нефти марки Urals, основной экспортный сорт России, на 15 апреля 2025 года упал до 48-50 долларов за баррель, что является минимальным уровнем с июня 2023 года. Это изначально ниже 69 долларов 70 центов, заложенных в бюджет РФ на 2025 год. То есть уже более 20 долларов Россия не досчитывает бюджет. В рублях цена составляет около 4200 рублей за баррель против плановых 6726 рублей, что создает риски для бюджета и усиливает давление на рубль. Падение связано с глобальным снижением цен на нефть и так далее. И вопрос от Эда. Аят, пожалуйста, прокомментируйте. США взяли под контроль Суэцкий канал. Нефть падает в цене. И это только начало. Пожалуйста, Аят, прокомментируйте. Ну вот, что здесь сказать? Я вот эти вот понижение цен на нефть я не слышал сегодня, хотя я слушаю каждый день. Ну, наверное, я верю в это так. Оно так и есть. Там у нее до 60 было заложено в бюджете, а это сейчас все снижается. Я вот слушал там некоторых людей, политиков и экономистов, которые говорят, что снижение вот этого вот цены за баррель нефти российской дает возможность говорить о том, что плохая ситуация в России и что скоро может и обвал быть, и рубля, и все остальное, как вот обычно бывает там. Инфляция, гиперинфляция и все остальное. Но объясняют российские вот эти вот их деятели, что у России очень большой золотовалютный запас, так? И они могут вот продать это золото по дешевке, так? Или они могут, значит, использовать деньги, которые есть у населения России, в банках. А там очень большой, так сказать, валютный запас, так? И вот этот вопрос сейчас стоит, и если вот это все как бы двинется, и мы же знаем, что сейчас многие вот средней руки вот эти бизнесмены и все валютно-запасные, все они заморожены, так? Вот они сейчас, их министерство финансов и банки, идут разговоры о том, что вот надо бы сейчас как бы вот это все использовать, так? Использовать. И они уже говорят, что надо бы использовать, что это надо делать. А мы знаем, что это уже давно так, уже года 2, а то и больше, вот эти все деньги заморожены и не выдают этим людям. У них есть вложения, и им не дают, они не могут взять эти деньги. Теперь вот они там передают, что идут разговоры. На самом деле эти разговоры не идут, они фактически заморозили, сейчас хотят это использовать и свой золотовалютный этот запас или деньги, которые они выявили офшор в разных местах. Допустим, в разных местах, не в одной точке, а везде они выявили. И этими деньгами они пытаются решать вопросы, связанные с войной. И там стоит вопрос, хватит ли это там на года 2 еще войны. Так что здесь вот ситуация такая, как она вот разовьется, как мы получим итоги, и что скажет на это население народа, наши цены на, скажем, на какие-то там товары, там машины, одежда, другое, третье, пятое, все такое, что есть, они как бы резко повысились, а на еду не повышал. Сейчас и повышение на продукты питания идут. Вот это все как-то незаметно в больших городах. Они пытаются, чтобы это было незаметно. Ну, вот такая вот оценка, скажем, экономических специалистов, которые я слушал.
И, видимо, они тоже говорят то, что думают, и насылаются на какие-то. Но в целом пока мы не видим особых там изменений в самой России, не видим. Но есть, да, тяжело, война, там, это все такое, да, но чтобы какие-то там резкие изменения были, не видим, кроме того, что они вот сколько деньги они платят тем, кто хочет, идет на войну. Сколько они вот платят деньги? Уже до миллиона с лишним дошло, так? И вот они посылают этих людей, теперь они могут вот китайца набирать тоже так же, платить им деньги, и они будут идти на войну. Если у них деньги хватит, этот вопрос один. С другой стороны, что отметили экономисты, говорят, что ни одна страна не дает России деньги в долг. И во-вторых, говорят, что золото России, если они будут покупать, то будут покупать по очень низкой цене. Ну, то есть вот такая. То есть это рецессия, то есть процесс, значит, который может привести к краху экономическому. Вот только экономическая вот эта блокада может привести к тому, что, скажем, Россия и Путин, они могут смещены, и власть сместиться там. Если в этом направлении будут действовать, это один вопрос. Если и это не удастся, они же к этому уже научены тоже, русские, так? Вот были все эти санкции, они их обходили. Как сейчас будет? И способны ли, скажем, внешний мир на них давить? На них не дать, их даже используют. Смотри, дешевую нефть закупала Индия, Китай, другие страны закупали у нее дешевую нефть, и на этом выигрывали. Пусть там, ну, не говорим о других странах. Так что вот такая ситуация. Что будет и как это будет, так? Сможет ли, значит, устоять Россия экономически? Вот вопрос в чем главный. Финансово. Если этого не будет, да. А так военным путем они будут до конца биться вот так. Мне так кажется. Руслан. Спасибо, Баркал. Друзья, напоминаю, ежели комментарии yazdi, hatta yazdi, раздадущий душон. России не дают долг, но Россия спокойно выкачивает из Казахстана через фейковые проекты, как АЭС и другое. Как вы считаете, Ая, то, что вот эти страны помогают, Казахстан, другие страны помогают уходить от санкций, этому будет положен конец? Это можно как-то с этим бороться? Ну вот по этому поводу, вот сейчас 9 мая как бы парад Победы будет. И вот эти все страны, да, в том числе Азербайджан, Армения, Казахстан и другие, они все дали согласие приехать на парад Победы в Москву. Вот ответ. В доле? В доле. Да. Вот ответ, если они поехали туда и готовы туда поехать на этот парад Победы и пожимать руку господину Путину, преступнику. Вот ответ. Да. Некоторые даже из Европейского Союза, Сербия и Словакия, по-моему, тоже Да, и это тоже, да. Да, это тоже. Вот такие дела обстоят. Вот. Поэтому процесс очень сложный, и то, что сейчас задумал Трамп, нам неизвестно. Может, у него великое решение какое-нибудь, посмотрим. Да, Но дай пока бог. что ничто не проявляется особо, но есть какие-то признаки. Баркалай, Так. Еще. Друзья, пишите комментарии, вопросы, задавайте вопросы. Сейчас я тут... я вот от Deutsche Welle на русском зачитаю небольшой этот текст, который сообщает Deutsche Welle. Сегодняшняя новость. Госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель по Украине Кит Келлог и некоторые другие высокопоставленные американские чиновники считают,
что Владимир Путин не проявляет подлинного интереса к прекращению боевых действий, а значит, Вашингтон должен занять более жесткую позицию, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом Трамп, по их данным, на стороне своего спецпредставителя Стива Уиткофа, который на днях снова встречался с Путиным в России и выражает уверенность, что Кремль хочет мира. При этом, отмечает Wall Street Journal, даже те члены команды Трампа, которые выступают за более жесткий подход к Москве, поддерживают его цель остановить войну. Но российская атака на Сумы подчеркнула разногласия среди чиновников. Тем временем Утков заявил в эфире Fox News, что на переговорах в Петербурге стороны пришли к пониманию, и что США и Россия близки к сделке, которая затронет 5 территорий. Мы на пороге чего-то очень важного для всего мира, утверждает спецпосланник Трампа. Можете прокомментировать вот эту новость? Ну, если вот прослушать вот это все, что ты сейчас прочитал, то, мне кажется, там какой-то раскол идет в команде Трампа. Ну да, я прямо говорю. Или это игра какая-то, где-то какая-то, вот как это, вот эти высокопоставленные чиновники идут в разрез их мнения, значит, с тем, что вот его посланник, который был в Петербурге, говорит, это какое-то расхождение. Посмотрим. Как говорится, мы не можем комментировать то, что пока что, может быть, как я говорю, если это какой-то разыгрываемый сценарий, вот, что есть такое противодействие, есть такая сторона. Как они могли говорить то, что с чем не согласен, допустим, Трамп? Или это может быть то, что если он позволил им это говорить, и с его согласия, если они говорили, значит, он здесь как-то пытается усыпить бдительность общественности мировой там и внутри страны по этому вопросу. Я так думаю. Одно из этих. Бахкалая, в России, в частности, в Москве, начались массовые облавы, гонения за выходцами из Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана, вот из этих бывших советских республик. И МИД Киргизстана выразил ноту протеста за то, что зашли там в баню где-то и там избивали киргизов, там собирают их полностью по Москве, везде собирают, вымогают деньги, коррупция страшная просто. Ну и пытаются их либо депортировать, либо отправить на так называемую СВО. Почему Россия себя так ведет? Она боится мигрантов или мусульман, или же это просто подготовка к чему-то большему? Ну, скорее всего, это подготовка к тому, чтобы сказать, что это борьба цивилизации, что они мусульмане, и что вот мы христиане, они наши враги, они к этому это ведут. Вот это заложено, вот эта мина, которая не имеет никакого отношения к началу войн и других дел. Всегда эти религии, которые есть сегодня в мире, по большому счету 99%, можно сказать, служат властям. Властям. В тех странах, где они есть. Они служили, служат и сейчас. И поэтому, когда они разыгрывают вот эту карту религиозной или цивилизации, это точно можно понять, что, и тем более, если власти это организовывают, что это политика, которая в конечном итоге направлена на то, что в будущем они хотят эти территории, вот эти все территории, которые сейчас ты назвал, да, они имеют планы их захвата. Это их план был, мы это читали, мы видели, это документы. К примеру, они готовы, вот играют здесь какую-то роль, или хотят использовать этих людей для того, чтобы отправить их на войну. Они страны, даже если в Китае есть люди, они могут их согласиться взять их и потом направлять, платить им, а там их убивают
или что там другое. Вот это тоже может быть. Но в целом, конечно, они вот это вот противостояние с исламским миром, с одной стороны, вот такой ближнего, среднеазиатский, с другой стороны, как будто бы они дружат с другими странами арабского мира, Ближнего Востока. То есть однозначно, что империя разыгрывает вот это противостояние на основе религии. Это точно не только там, это вообще такая вот фишка, которую разыгрывают власти в той или иной стране. Я так думаю. Пока что это потом мы увидим, куда это направлено. Да-да. Мгм. Они давно раскручивают, да, вы правы, они давно раскручивают Да, вот этот межцивилизационный конфликт, и да. здесь на Западе у них тоже найдутся сторонники, к большому сожалению. Здесь фашистов Ну, тоже, естественно, разные же есть движения, конечно. разные есть, поэтому да. Так, друзья, напоминаю вам, пишите комментарии, задавайте вопросы. А, Так. Нету здесь комментариев, ТикТок тоже нет комментариев. Все, мы так исчерпывающе, видимо, все объясняем, Аят, что вопросов не остается. Ну, Вопрос, тогда, значит, оставим и в этом состоянии, если все поняли. да-да. А, Ну, задавайте вопросы, друзья. У вас есть уникальная возможность задать Аяду вопрос. И эта возможность не каждому дана. Так. Дуйте они хаттера, ой, нохчим, нугаски махтая, ой, шимуар полностью, да, Аяд. Ну, полностью альче хатта шаскамата алчоплодовой, ой, аскаматаха, ой, ночи матах амел духой, хатта штолчак. Ясно. Юхой бяхкан амел дешольш, ночи матах мен дир дацер, юхой бяхкан цалч. Яла, ишта ти бен ашбо вейниш, ухна хурун цауш, миш дюет цауш. Равай дючтер дюниан дол умады, дюният адол умады. Dünyada adamı büyük sol цунаwain hupay turbo в основном цунавайна зулум хылмек элдага ашурбо ма мохалдаля моха яхалдаля وواي هم دير دا دير دا يخدو مكدوشم داتس تحت يور زامن وي تحت يور شوردوي وي دوزلي سيرنا وين خاي ديز دول موضوع مش يعني الله ديزا وياخدوا المجدات اشتم دو قصة Да. Далаха, TikTok чаву, ши дубош хаттер, яздиета хаттер. Дала хаттер шлубош, ашмауса. Дала хаттер шездие. Аят, хиц дукайоч Карамурзе бош, укцана вост. Цу ин дүйч дуйз, но ой симулятор шат я дүйч дуйз, но все равно аса хадис тахрига хатлерсон хиц та Европарламент чаваря выступать дешуиз там хатта что деш французский там представитель цу бо от Карамурзек. Халксан Нохчичу, Дагестан, Кавказ, восстание, хирелши, сопротивление, хирелши, ять, и хатта децуцинг.
حون هو الخيط أتخاترخ قيدوتو ديتنم شنو أتخاترخ هو الخيط وعايات سو كوكاز يا ويدو تش غات بامبي сопротивление что серьезно غات مقناش بوي и وي غوتردول شدوي в этой ситуации وين угроза мяти وين трабл наган تاع مو إدريس подложить свинью غاسخ цунах وين دادولي نورس على تقومن دسردوقي وين دسردوقي هيتسالس من دسر Это Карамуза своя национальность. Что помогла? كرمرزا شين اتسخا إيلر цунах конкретно от жواب تدلر تو أما تو ألقى نوخشي وكافكاش برضو بيوتش كافكاش نيروسكي نش цена Украинш бой أهدل ديل бой церба شي мысляти شيك ألا из مشاهين تنام يلا уже تتاين شاعر что русским трудно убивать украинцев и поэтому это делают не русские. Нет, это не в этом дело. Русским не трудно убивать украинцев. Они и друг друга убивают Легко. Легко. Никакой трудности. Здесь вопрос в том, что они хотят на этой основе, русские и украинцы, чашбу, мы должны помириться туда-сюда, и выбрасывают они такую, как говорится, идею. А то, что там на Кавказе, кто там поднимется или нет, пока что мы не видим никаких вот людей, которые бы, или народы, или лидеров, которые бы этот вопрос могли поднять и серьезно заняться. Мы этот вопрос для своего народа решили, мы создали свое государство, наши территории, где оккупированы. Мы боремся на международной арене и в целом везде и всюду боремся за деоккупацию нашей территории. Поэтому мы будем в этом смысле мы боремся мирным способом, потому что мы имеем на это право. А говорить о том, что если эти народы будут там подниматься, бороться за свои права, мы это не то, что там против, мы за, пусть они свои права отстаивают, и в этом вопросе мы не будем препятствовать никому из них. Мы свое государство создали, и, конечно, мы хотели бы, чтобы эти народы тоже имели вот этот процесс, который создания своего государства. Что будет и как, мы не знаем. Но мы за мирное решение вопроса. В то же время нам необходимо и силы военные, вооруженные силы, потому что если государство есть, должно быть и свое вооруженное, значит, ведомство, я имею в виду Министерство обороны. Поэтому здесь защищать свою страну, а чтобы идти и воевать там, и отстаивать это, если в этом вопросе, вопрос в этом станет, и нам в этом вопросе будет, как говорится, развал будет, нам придется отстаивать свою страну. Мы ее отставили сколько лет, вот сколько людей погибли. Сейчас вопрос стоит о решении нашего вопроса с правовой точки зрения, признание нашего государства как оккупированной территории незаконно и геноцида нашего народа. А так, остальное здесь, то, что они говорят, там кто-то поднимется, развалит, это из области вот этих вот либералов, которые на Западе находятся, российские, которые там подписывали вот эти документы, что вот мы там развалим, пойдем. Пусть разваливают, пусть это их задача. Мы не против, мы не хотим вмешиваться в внутренние дела, скажем, другой страны, которая есть в мире. Но свою страну мы должны освободить. Вот как должна быть, какова наша позиция. Вот я так полагаю это. Что там Карамуза говорил, это вопрос такой, который он бросил, с моей точки зрения, сказать, что украинцы и русские, мол, это единая нация. К этому он приводит. Украинцы не считают их единой нацией, насколько я понимаю, с русскими. Баркалая, здесь вопрос от Фаиза.
Как при развале Совка республики были незаконно включены в РФ? Как это связано с международным правом? Разве они тогда уже сформировали независимые государства? С точки зрения международного права, когда Советский Союз развалился, в Советском Союзе было 20 автономных республик и было 15 союзных республик. Из них 3 республики были признаны Советским Союзом независимыми государствами, балтийские. Осталось 32 республики. С точки зрения международного права, народы не делятся на автономные, подавтономные, союзные, главные. Народы делятся на народы. Есть принцип международного права, в котором сказано, что народы имеют право народа на самоопределение. Вот с этой точки зрения право народов на самоопределение, и с точки зрения того, что в международном праве есть и такой пункт, в котором сказано, что право народа на самоопределение не есть односторонний акт. То есть любой народ, который хочет создать свое государство, если принимает соответствующие решения, то это не значит, что это будет государством. Его нельзя признавать, это говорит. А его должно признать государство, которое находится в территории, в которой он сейчас в данный момент находится. И вот в связи с тем, что и это государство, вот как эти 3 Балтийские республики знали, так и должны были признать и эти остальные республики независимым государством. Но в связи с тем, что само это государство, которое должно было признать, в случае выхода этих, оно само исчезло, то все эти республики оказались в международном правовом поле с правом реализации своего права народного самоопределения. И вот в этом смысле только вот те 3 республики, которые были признаны Советским Союзом, и потом после этого, значит, 13 республик, в том числе 12 бывших в Советском Союзе союза республик, и Чеченская республика, которая тоже была союза республик. Кстати, надо сказать, что еще за 2 года до развала Советского Союза все автономные республики Советского Союза были преобразованы в союзные республики. То есть в Советском Союзе было уже тогда 32 союза республики. Но в связи с тем, что Советский Союз исчез, эти законы, они исчезли, они никакую роль не играли. Поэтому вышедшие из-за Советского Союза было 32 республики. И они могли создать свои государства, преобразав соответствующими, наполнить их от всей атрибут государства. Вот из них, о которых я говорю, вот эти только 13 республик, 12 бывших ранее, 12 союзных республик и бывшие автономно, но бывшие уже союзной республикой в Советском Союзе, Чеченская республика реализовали свое право и наполнили свою государственность всей атрибутикой, и наша республика была признана Грузией. И мы, соответственно, международным правом действовали. Вот как раз вот эти оставшиеся республики, которые не приняли это решение, вот эти республики российские, я за Российскую Федерацию России сейчас говорю, они там оставались во главе, так как они не приняли эти решения, оставались во главе эти бывшие коммунисты, они с Ельциным договорились и подписали федеративный договор 31 марта 1992 года. А мы еще до этого все эти процедуры прошли, и даже 12 марта 1992 года приняли свою конституцию. То есть получается, что эти республики, которые уже после этого, 31 марта 1992 года, подписали, значит, так называемый федеративный договор, незаконно, не имея на то права, они подписали и создали эту Российскую Федерацию Россию тогда. Вот так состоялся этот процесс, а затем они и это потом начали разрушать, и в октябре-декабре 1993 года они расстреляли Верховный Совет,
и убрали даже и эту конституцию с этим федеративным договором, и в эту свою конституцию еще вписали незаконно нашу республику, часть России. Ну вот этот процесс, об этом я рассказывал много раз. Вот такая вот предварительная, так сказать, оценка этого вопроса тому, кто этот вопрос задал. Спасибо, исчерпывающе, Аят Баркал. Аят, много раз вы отвечали на этот вопрос. То есть Джуберло задает очередной этот вопрос, но я его зачитаю еще раз. Ва алейкум салам, Джуберло. Каким образом мы должны освободить нашу страну? Вот я уже ответил на этот вопрос. Если он не слышал, то надо, значит, нам нужно решать вопрос, пока наша территория оккупирована, нам нужно решать вопрос на Западе по, значит, признанию нашего территории незаконно оккупированной Россией. В связи с тем, что мы создали свое государство в рамках международного права, так, и в связи с тем, что значит, наша страна была признана Грузией, а в последнее время признана как оккупированная территория и Украиной. И для того, чтобы мы работали в рамках нашего международного права и нашей Конституции, нам препятствуют российские агенты влияния на Западе и там в самой России. Они препятствуют этой работе, они не признают легитимную власть, которая есть в лице усеченной, но в лице президиума правительства, который имеет все полномочия от нашего народа, так, и препятствует решению этого вопроса. Нам нужно вот этим мирным путем эти вопросы решать. Если не будет мирным путем решения этих вопросов, то у оккупанта остается вопрос, что вас никто не признает и ничего такое. А для того, чтобы это не было, нам нужно вести себя сообразно с той основой международного права, в соответствии с той, что есть в нашей Конституции. Вот таким образом мы должны на Западе работать. У нас здесь появились разные течения, которые говорят о протекторате, о кавказской такое, об эмирате, о всем. Если все это говорит, то мы в конечном итоге на нас будут думать, что это нормально и что это, мол, как раз-таки это в пользу нашего врага, оккупанта. Они будут говорить, вот они, смотрите, какие, они не понимают, что это такое. На самом деле это и только борьба, которая идет против нашего государства, против нашего народа, против будущего, против нашего языка, территории и будущего нашего народа и нашей цивилизации. И мы это должны понимать. Вот таким образом мы должны в Западе пытаться сейчас на этом этапе решать этот вопрос, объединяться здесь, и мы эту работу ведем. Вот так вот надо действовать. И в то же время нам нужно действительно помогать тем силам, которые есть в Украине, и учить наших людей военному искусству, потому что это нам потом пригодится при защите нашего государства в случае чего. Поэтому это обязательно. Вот ответ мой. Баркал, Аят. Баркал за очень интересные ответы. Я предлагаю закончить наш сегодняшний стрим. Мы уже более 1,5 часа в эфире. Если у вас есть что сказать, Аят, скажите, дополните. И если есть вопросы какие-нибудь, вы можете их, друзья, тоже задать. Если есть, если нет, то я предлагаю закончить сегодняшний стрим. Аят, спасибо огромное. Ну, у меня больше вопросов нет. хотя начать дер саатен ладо на халаду сунде гендал цедвич 20 лиц хаусудой aqula dal etto quello il masera dal dodge aoren واتو بويل خلق دويل وي خلق جوا اش داخل هيزو شدو اما وقيتم بوش نيس ويتسلع تاعها تسلي لها ويقيت جوا خلون دي ميكشل دي سون وي بوخ نيس دو بيس دا اتو بويل المسيره دريسو سرنا آمن آيات ديريس ويلو آيات حونا عنا وشنا مسانا مسانا عشان كان خاطرش دين كان всем спасибо مسانا ديريس ويل адекер маш ойл